Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия специальной сессии Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Все государства-члены ВОЗ и системы здравоохранения продолжают испытывать серьезный кризис. Из-за нового варианта коронавируса, который начал быстро распространяться по всему миру, случаи COVID-19 возрастут в ближайшие недели. Омикрон был выявлен исследователями ЮАР и является новой глобальной угрозой, сказал Касым-Жомарт Токаев. По мнению главы государства, пандемия подчеркнула многие недочеты международного сотрудничества. А социальные и экономические последствия кризиса привели к перерассмотрению социальной ткани на всех уровнях. Пандемия подтвердила, что новый глобальный подход, основанный на солидарности и более эффективной системе по преодолению биологических вызовов, необходим. Он заявил, что странам необходимо преодолеть все недопонимания, которые сделали их уязвимыми перед лицом вируса. Президент Казахстана отметил, что поддерживает идею ВОЗ по созданию конвенции для усиления готовности и реагирования на новые угрозы. Казахстан поддерживает ВОЗ в качестве хорошего надежного партнера нашего правительства. И мы оцениваем позитивный вклад генерального директора, доктора Тедроса, в том, что касается борьбы с этим заболеванием, сказал Токаев. Кризис, по словам президента, продемонстрировал не только структурные недочеты на страновом уровне и в национальных системах здравоохранения, а также систематическое неравенство на глобальном уровне. Поэтому Казахстан вносит вклад в том, что касается равномерного доступа. Поддерживаем стратегию ВОЗ в том, что касается охвата вакцинации к середине 2022 года. Со своей стороны мы разработали вакцину Касвак в борьбе с дельтой. Мы не только эффективно используем вакцину у себя в стране, но также предоставляем доступ другим странам Центральной Азии, сказал глава государства. Он добавил, что здоровье каждого человека в мире зависит от скоординированного реагирования всех стран на общие угрозы. Призываю все страны объединиться во имя достижения целей под руководством ВОЗ, заключил Токаев.